Здравствуйте, меня зовут Искендер Кокеев. Я являюсь старшим юристом общественного фонда «Правовая клиника Адилет». Я занимаюсь профессиональной юридической деятельностью уже более 12 лет. В течение 7 лет я работал на различных должностях на государственной службе в Джоур-Кенеши, Министерстве юстиции и органах прокуратуры. В настоящее время по большей мере я занимаюсь аналитической работой в сфере законодательства. Как вы знаете, 11 апреля 2021 года в Кыргызстане состоялся референдум по принятию новой Конституции. С 5 мая после подписания президентом Конституция вступила в законную силу. Помимо этого, руководство Кыргызстана запустило инициативу об изменении почти всех законов в чрезвычайно короткие сроки. Одним из таких законов является закон о нормативных правовых актах Кыргызской Республики, который Министерство юстиции предлагает принять в совершенно новом виде. Это очень важный документ, поскольку он является базовым законом, регулирующим порядок подготовки и принятия всех нормативных правовых актов, включая Конституцию, указы президента, постановления местных или аильных кенешей. Так, почти все эти документы перед их принятием должны проходить процедуру общественного обсуждения. Для этого текст закона или другого документа размещается в средствах массовой информации или на специальном сайте государственного органа. И граждане в течение 1 месяца могут ознакомиться с документом и вносить свои предложения к нему. В свою очередь, государственный орган или депутат Джоур-Кенеша, которые инициировали документ, обязаны собирать все поступающие предложения, внимательно их изучать и потом принимать решение о согласии с предложениями, либо о несогласии с ними. Таким образом, с помощью механизма общественного обсуждения граждане могут в определенной мере влиять на содержание законов и других документов. Это обязательное правило об общественном обсуждении установлено как раз в законе о нормативных правовых актах. Мы внимательно изучили законопроект, предлагаемый Министерством юстиции, и пришли к выводу, что в нем содержится очень много пробелов и недочетов, которые на практике будут создавать проблемы для общества. Во-первых, согласно законопроекту, Конституция больше не будет являться нормативным правовым актом. Это означает, что если в будущем власти вновь захотят изменить Конституцию, то они могут не проводить общественное обсуждение, не публиковать текст проекта Конституции, не объяснять причины и цели ее изменения. Таким образом, появится возможность сначала принять Конституцию и только потом показать обществу, что именно в ней написано. Такое правило грубо нарушает право каждого человека на участие в управлении своим государством, которое также гарантировано Конституцией Кыргызстана. Во-вторых, Министерство юстиции предлагает установить аналогичные правила для законов и других документов, которые принимаются на референдуме. Таким образом, на всенародное голосование можно будет вынести один короткий вопрос: согласны вы принять проект закона или не согласны? В таком случае появляется возможность сначала принять документ и только потом, после его вступления в силу, показать, что именно в нем написано. Подобные правила также грубо противоречат Конституции Кыргызстана. В-третьих, сейчас власти Кыргызстана осуществляют инвентаризацию законодательства, то есть изучение действующих законов с целью их обновления, улучшения или отмены. Однако применяется так называемый принцип гильотины, который справедливо вызывает резкую критику в обществе. Напомню, что гильотина – это специальная установка с огромным лезвием, предназначенная для отрубания головы людям, приговоренным к смертной казни. Гильотина активно использовалась в Европе в XIX веке, после чего смертная казнь стала осуществляться с помощью расстрела или на электрическом стуле. В настоящее время в большинстве стран мира смертная казнь запрещена. Так вот, по этому принципу гильотины власти планируют одновременно отменить около 400 основных законов и принять вместо них новые законы. Однако остается очень высокая вероятность того, что в итоге этой работы многие важные законы будут отменены. К примеру, законы, защищающие права человека или запрещающие злоупотребления со стороны властей. Я и многие представители гражданского общества, в особенности юридического сообщества и бизнес-структур, высказываем свои опасения в связи с этим методом гильотины, поскольку этот способ является уникальным изобретением наших чиновников, которого нет ни в одной стране мира. И таким методом действительно может быть отрублена голова законодательству Кыргызстана. Законопроект о нормативных правовых актах в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.
Многие организации гражданского общества, независимые юристы, активисты, бизнес-структуры вносят свои предложения для того, чтобы пересмотреть отдельные положения законопроекта. Мы ожидаем, что документ будет существенно доработан перед его внесением в Джоур-Кенеш и продолжаем отслеживать данный вопрос. Чем больше людей будет официально вносить свои предложения в Министерство юстиции, тем больше вероятность того, что власть будет прислушиваться к голосу общества и дорабатывать свои документы. Спасибо.